Доброго пятничного дня, дорогие зрители. Добро пожаловать на стадион «Динамо Юни». Женская высшая футбольная лига чемпионата Беларуси встречает открытие этого тура, открытие 18-го тура. Матч между Академией Белорусской Федерации футбола до 19 лет и футбольным клубом «Динамо Брест». У микрофона комментатор АБФ Вадим Кушко. Я предлагаю вам насладиться и посмотреть, я не сомневаюсь, прекрасный, классный женский матч на старте этого тура. Также Алексей Иванович трудился в тренерских штабах таких команд, как Могилевская торпеда Кадина, Жилон, Гомельский локомотив и футбольный клуб Орши, который славил последним местом работы. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Алексея Ивановича. Предлагаем почтить его память минутой молчания. Спасибо. Минута молчания в честь прекрасного специалиста, тренера Орши, который 21 июля ушел из жизни, Алексей Шубинок. Но мы переходим к стартовым составам команд сегодняшнего матча. Сегодня Владимир Шиндиков, главный тренер Академии БФФ, выставил следующий стартовый состав. В воротах Анна Ковалевич под 22 номером. 7 номер Анна Пуцикович. 8 капитан команды Валерия Имховик. 9 Виктория Береснева. 11 Вероника Калюта. 13 номер у Ангелины Ващук. 15 у Анастасии Беленькой. 16 номер Дарья Дроздова. 19 номер Дарья Протасюк. 20 номер у Виолетты Вацура. И 21 номер у Ксении Яцинович. Андрей Чолок, главный тренер Брестского «Динамо», выставил следующий стартовый состав на сегодняшнюю игру. Продолжу после свистка главного арбитра сегодняшнего матча, коим выступает Сергей Климашевский, 32-летний судья, представляющий город Минск. Его помощники сегодня Арсений Шимусик и Владислав Стрельский. Четвертый судья Иван Ковальский и инспектор матча Андрей Герасимук. В воротах у Брестского «Динамо» Ева Вяжель под первым номером, второй номер Софья Клюкина, третий номер у Алины Бабко, шестой номер Вероника Важинская, седьмой номер Ирина Яцушкевич, девятый номер у Александры Каганюк, одиннадцатый номер Карина Величинская, 13-я Виктория Сидорчук, она же капитан команды в сегодняшнем матче, 15 номер Дарья Мышленник, 16-я Анастасия Евзрезова и 25 номер у Александры Плоховой. Если Академия БФФ минимальное количество изменений сделала после последнего матча, который был буквально в воскресенье. Играла команда в Пинске на стадионе «Волна» против ДЮСШ Полесгву. Ту игру как раз-таки довелось мне прокомментировать, пронаблюдать за действиями девчонок из Академии. Игра получилась прекрасная, без каких-либо возможностей для ДЮСШ Полесгву зацепиться как минимум даже за ничью. Был лишь за всю игру один опасный момент, который и то не завершился ударом в створ. Так вот, в сегодняшней игре в стартовом составе не входит лишь Полина Борейко. Она осталась в запасе, но появилась на поле Анна Пуцикович. И можно объяснить это тем, что Анна в матче первого круга забивала ворота Брестского «Динамо». Я напомню, что в первом круге эти команды встречались, и игра завершилась тогда сухой победой Академии БФФ со счетом 4-0. Так вот, тогда по голу забили Анна Пуцикович в стартовом составе, находящейся в сегодняшнем матче, и Дарья Протасюк. И также дубль у Вероники Калюты. Таким образом, вот 4 забитых мяча.
И второй матч в нынешнем сезоне между этими коллективами. Что же касается Брестского «Динамо», здесь побольше изменений, даже несмотря на то, что команда против очень мощного футбольного клуба «Минск» уступила всего-то со счетом 2-0, хотя многие предполагали, конечно, более разгромное поражение. Так вот, у команды всего ничего, казалось бы, изменений, но целых 5 насобиралась. В воротах, как минимум, вот Ева Вяжель выходит в сегодняшнем матче. В предыдущей игре Дарья Виноград была. Алина Бабко, Вероника Важинская и Ирина Яцушкевич. Ну и к ним в компанию добавляем также Анастасию Евзрезову. Это те девчонки, которые в предыдущем матче находились на скамейке запасных со стартового свистка. Также отмечу, что нет в стартовом составе сегодня Чолок. И нет ее также в запасе, в протоколе. Ну, а главный тренер, я немного оговорился, попутав до фамилии, это, конечно, Андрей Сычек, главный тренер Брестского «Динамо» в сегодняшнем матче. Вы можете наблюдать за нашей трансляцией в Ютубе на канале «Женский футбол Беларуси». Параллельно с этим моим высказыванием попытались девчонки из Академии прорваться в штрафную и нанести удар по воротам. Правда, пас получился слишком сильным. Так вот, на трансляции сейчас 73 человека. Предлагаю вам подписаться на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропускать будущие встречи женского футбольного первенства, а также Кубка Беларуси среди женщин. Ну, а также напоминаю, что на нашем канале вы можете смотреть обзоры всех игр женского футбола Беларуси. Предыдущая игра для Академии АБФФ завершилась, как я уже говорил, победой в Пинске со счетом 10-0. Разгромная победа, разгромное поражение, конечно же, для пинской команды, которой, в принципе-то, не привыкать по последним 2 сезонам. А я напоминаю, что для команды это лишь 2-й сезон в высшем дивизионе. Так вот, 10 безответных мячей мы увидели в той игре. А вот что касается Брестского «Динамо», у команды также некоторые проблемы наблюдаются в последнее время с реализацией моментов. Момент может быть сейчас у ворот Брестского «Динамо». И даже какое-то нарушение правил усмотрел, судя по всему, Сергей Климашевский. Или же просто повреждение в игровом эпизоде. Я так думаю и предполагаю, без вмешательства медицинской бригады обойдется этот эпизод. Ну и, соответственно, без назначения пенальти, поскольку пострадала в этом эпизоде футболистка Брестского «Динамо». Не Брестского, да, а футболистка Академии АБФФ. Хороший момент, и хорошо в воротах сыграла Ева Вяжель. Тяжело сегодня придется, безусловно, обороне Брестского «Динамо». И я так предполагаю, что в связи с этим есть многочисленные изменения в стартовом составе. Вот Андрея Сычка. Вот передачу вперед такими дальними выносами придется искать свои моменты. Там сегодня есть высокорослая Евзрезова. Пока очередной момент может получиться на подступах к штрафной Брестского «Динамо», но быстро разряжает эту обстановку. Так вот, Евзрезова умеет бороться за такие верховые мячи. Благо, по матчу против пинского ДЮСШ Полесгу можно сказать, что не все в порядке с верховой борьбой. В некоторых моментах, конечно, проседала оборона и давала возможность девчонкам из пинского коллектива совершить 1-2 передачи. И, пожалуй, на этом все, что можно сказать о той игре, поскольку большего у пинской команды не получалось. Так вот, я начинал мысль уже о том, что у Брестского «Динамо» есть некоторые проблемы с реализацией моментов, да и с созданием моментов есть некоторые проблемы. Ну и тут же отмечу, что последних 2 матча были невероятно тяжелыми. 3 июля команда сыграла опять-таки в гостях против лидера чемпионата «Динамо» Богувка. Проиграла со счетом 4-0. Опять же таки, не самым разгромным счетом, к которому мы привыкли, смотря на игру действующего чемпиона женской высшей лиги.
Ну и затем, вот как я уже упоминал, игра против Минска на домашнем стадионе, там поражение со счетом 0-2. И таким образом можно сложить, да, в общей совокупности 6 пропущенных мячей против 2 лидеров чемпионата. И, пожалуй, это неплохо для брестского «Динамо». Последний раз команда выигрывала и забивала, в принципе, тоже 29 июня в домашней игре против Гомеля. Тогда была победа со счетом 5-0. И тот матч стал второй подряд победой. Продолжу после момента, который может сейчас быть у Академии АБФФ. Слишком как-то затянуло с ударом, как мне кажется, Виолетта Вацура. И смогла парировать этот удар, смогла сократить угол обстрела Ева Вяжель. Будет угловой, первый угловой, при том, что момент был, ну, классный, голевой, безусловно. И такой момент уже, пожалуй, за эти первые 7,5 минут второй. Подача с углового. Подача в штрафную на уровень линии вратарской. Но выбили пока что брестчанки мяч. Вторым темпом атака. Удар по воротам все же состоялся. Протасюк. Напоминаю, что она уже забивала в ворота брестского «Динамо» в матче первого круга. Но сейчас получилось немного мимо. Немного мимо, хотя удар выглядел очень симпатичным. И залетел он в ворота. Мы, конечно же, говорили о том, что красота залетела. А в женском футболе не часто можно увидеть какую-то вот такую красоту. В предыдущей игре как раз-таки Академии несколько красивых мячей в ворота ДЮСШ Полесгу залетело. Может быть, сегодня мы такое увидим, что-то подобное. Удар по воротам очередной, приходится вступать в игру в очень тяжелом таком прыжке. Ксения Яцинович, она била по воротам, но Ева Вяжель на высоте, вновь угловой. А Ксения Яцинович, кстати говоря, в матче первого круга не реализовала пенальти. Счет мог быть более разгромным в матче первого круга, но нет. И в этом эпизоде также она зарядила из-за пределов штрафной. И заряжала она, удачно заряжала в матче против ДЮСШ Полесгу. Конечно же, можно такую отсылку делать по последним матчам этой команды. А у Академии АБФФ, напомню, уже есть 3 победы подряд. И в целом 4 матча с набранными очками. Поскольку до этого была ничья против Бобруйчанки, завершившаяся со счетом 1-1. Ну и до этого было и вовсе 3 поражения. Подача с углового. Подача вновь на дальнюю штангу. Как опасно. Мне даже кажется, там как-то перекладину зацепил мяч. Нужно будет смотреть на повторе. Вторым темпом продолжает наседать Академия. Очень высоко мяч взлетает. И оставляют все-таки футболистки его в такой, знаете, верховой борьбе. Вновь мяч высоко, Имховик зарядила его туда. Ну, теперь как-то брестчанки пытаются не совсем удачно выйти из обороны. Нужно просто выбивать его в такой суматохе, но нет. Академия перехватывает мяч. Вновь с мячом оказывается Протасюк. Протасюк попыталась в стенку сыграть, но не понял ее партнерша Вероника Калюта. Но, тем не менее, быстро, очень быстро футболистки в белой форме отбирают этот мяч без нарушения правил. Контратаку можно организовывать. По левому флангу мчится Сидорчук. Она отдает далее передачу на Евзрезову. Евзрезова все-таки добирается до этого мяча. Может быть, даже входить в штрафную можно. Нет, Сидорчук чуть позади есть. Но передача не дошла до нее. Смогли в этом эпизоде избавиться от опасности девчонки из Академии. Ну вот он, брестский ответ. Такая контратака на, знаете, таких повышенных женских голосовых тонах. В мужском футболе, конечно, все куда более басово, скажем так. Вот брестчанки идут далее вперед. Не получить бы обрезку на свои ворота. Нет, пока справляется. Цушкевич назад отдает. Здесь Важинская. На передачу делает далее Величинская. Через правый фланг, возможно, атака будет следовать. Но очень быстро перекрывают все возможные ходы футболистки Академии. И теперь и вовсе случается потеря. Мышленник не справилась на правом фланге с передачей от своей партнерши. Контратака. Вацура далее по левому флангу отправляет свою партнершу. Очень быстро атака развивается у Академии. Корпусом очень классно играют футболистки брестского «Динамо», не позволяя прорваться на оперативный простор и сделать удар по воротам Евы Вяжель. Вот игра приобретает свои такие тона, свои... Ну, по-особенному красивые действия без центра поля.
в последние минуты. А мы же с вами любим наблюдать именно за такой тенденцией в женском футболе, хотя она зачастую именно такой и есть. Игра без центра поля. Поменьше тактики. Ох, какой обрез мог сейчас случиться. Не очень удачно Плохова сыграла в обороне, позволив нанести удар. Но удар получился даже не поворотом, а просто параллельно линии ворот. Остается мяч у футболисток Академии. Теперь еще и Сергей Климашевский разговаривает с футболистками. Здесь, в частности, Ващук и Каганюк. С ними диалог произошел. Ну и Сидорчук. Сидорчук на правах капитана. Вот Сергей Климашевский ей пару слов сказал. Видимо, на каких-то заведенных тонах футболистки обоих коллективов между собой поразговаривали. Яцинович. Прорывалась она в штрафную, решила сделать это сама. Не получилось. Вторым темпом. Удар головой даже состоялся. Да и более того, было похоже все на скидку. С 11-метровой отметки Вацура отправляла мяч, как мне показалось, на Пуцыкович. Но зацепил мяч кого-то из футболисток Брестского «Динамо», и вновь отправляется Яцинович на подачу углового. Классно она исполняла стандарты в первых двух эпизодах с первыми двумя угловыми в этом матче. Ну и, в принципе, пришел первый гол в предыдущей игре этой команды в Пинске с углового. Ждаем подачу с правого фланга. На этот раз низкая она получается. Остается не упустить, не пропустить соперниц для того, чтобы они смогли сделать удар. Но справляются пока брестчанки в этом эпизоде, отправляя мяч в аут. В аут, и очень высоко располагается оборона сейчас Академии. Брестчанки практически всем составом. Только Евзрезова находится, ну скажем так, за линией штрафной. Ну вот она, возможно выйти из обороны. Но нет, пока остаются футболистки Академии. Но вот такое не самое удачное действие. Очень хитро было придумано обойти через ближний край. Но этот ближний край всегда чреват потерей. Выводом мяча за пределы поля. Так и случилось. Очередной удар от ворот. Ева Вяжель готовится его произвести. Ну вот пока тяжело приходится обороне. Нельзя сказать, что прям на повышенных каких-то скоростях старается Академия АБФФ атаковать. Да, идет такими большими усилиями вперед, но справляются пока брестчанки и, пожалуй, справляются за счет того, что, перегружая собственную оборону, спускаются футболистки из атакующих зон как можно ниже. Евзрезова остается единственным игроком, заряженным, так скажем, на атаку. И тем самым вот от обороны, напрямую от обороны приходится действовать именно брестчанкам. На 4-й позиции перед стартом этого матча находилась Академия АБФФ. Пока врывание в штрафную девчонок из как раз-таки Академии. Но передача по уму и по замыслу очень хороша, но, правда, не нашла на адресата. Пока все хорошо, лишь с последней передачи есть некоторые проблемы, хотя и удары мы уже видели, с которыми справлялась Ева Вяжель. Так вот, 4-я позиция у Академии, 27 очков, 15 игр, 8 побед, 3 ничьих и 4 поражения. Чуть выше на 3-й позиции сейчас располагается Зорко БДУ, 33 очка у них. Ну и, соответственно, 6 очков разницы между этими командами. Зорко, к слову, также проведет свой матч сегодня. Их встреча начинается на час позже, в 17 часов. И сыграют они против совсем недавнего соперника Академии, пинского ДЮСШ Полесгу. Брестская «Динамо», в свою очередь, располагается на 7-й строчке. Есть у них вот эта некоторая зона в борьбе между 5-й и 7-й строчкой. Здесь расположались Днепр, который на 5-й позиции. Удар по воротам Евы Вяжель тем временем произошел. Но справляется она с ним, пусть даже не с первого раза, забирая мяч в руки. Так вот, на 5-й позиции Днепр. На 6-й строчке сейчас находится Витебск с 22 очками. У Днепра 24. Ну и как раз-таки на 7-й строчке Брестская «Динамо». Бобруйчанка, которая на 8-й позиции, уже сильно далеко. 7 очков разрыва между ними есть. И даже несмотря на то, что это женский футбол и по ходу сезона здесь можно увидеть самые разные преображения разных коллективов, все же не думаю, что Бобруйчанке удастся взобраться в топ-7 по итогам чемпионата.
16,5 минут миновало. Огромное преимущество Академии АБФФ лишь с одной перспективной вылазкой Брестского «Динамо». Если бы они еще завершили ту самую вылазку ударом по воротам, может быть, констатировали бы мы о том, что вполне себе умная игра от обороны, которая пока приносит результат, да. Но нет, не получается. И вот еще такие фолы ранее от Сидорчук, в частности, мы сейчас увидели. Два капитана схлестнулись в борьбе на ближней к нам бровке. И как раз-таки выиграл эту борьбу Имховик, капитан Академии. Передача в центр. Следует с этим мячом далее Беленькая. Далее передача на левый фланг уже идет. Забегает по левому флангу Калюта, но следует с мячом сама футболистской Академии. И передача была явно направлена на Пуцыкович, но не успевала к этому мячу Анна. И ушел мяч без сопровождения за лицевую. Помогает еще выбить этот мяч за пределы поля Арсений Шимусик. Ну, а Ева Вяжель готовится произвести очередной удар от ворот. Уже не первый и уже даже не пятый, я бы сказал. Немного не добивает до половины поля соперниц, но, тем не менее, оставляет мяч у своей команды. Клюкина. Передача на Сидорчук. Сидорчук между ног обыгрывает как раз-таки Пуцыкович. Далее Сидорчук в падении уже играет по этому мячу. Далее Калюта. Ну, разряжает наконец-то обстановку футболистки Брестского «Динамо». Каганюк. И далее через правый фланг брестчанки собираются начинать свою атаку. Возможно, позиционно мы что-то увидим. Но опять-таки суматоха получается. Приходится Еве Вяжель выбивать, но она даже не делает это за пределы поля, так что получился аут. Нет, за лицевую линию и очередной угловой, который явно собирается исполнять Ксения Яцинович. И даже немного подторапливает футболисток Сергей Климашевский. Опять-таки очень плотная такая атакующая зона из футболисток Академии во вратарской. 6 человек там находится. Передача как раз-таки во вратарскую следует, но Вяжель справляется с этим атакующим наплывом Академии Имховик. Ее передача обратно в штрафную, но она очень сильная, без адресата. Да и футболистки Академии уже опускались ниже, рассчитывая на то, что нужно уже расставляться по позициям, возможно, ожидая позиционную атаку от Брестского «Динамо». Так вот, наша игра в данном 18-м туре первая по расписанию. Сегодня, так же, как я до этого говорил, в 17 часов стартует игра между Зоркой БГУ и ДЮСШ Полесгу. В 6 часов вечера игра между футбольным клубом Минск и Могилевским Днепром. И завтра еще два матча между Бобручанкой и Витебском. А также в 16:00 Динамо БГУ-ФК примет футбольный клуб Гомель. Гомель, который располагается пока что на 9-й позиции из 11, как вы понимаете. Ну и Сморгонь этот тур, соответственно, пропускает. Пропускает за счет того, что нечетное количество команд в высшей женской лиге. Очередной угловой. Тем временем вновь добрались до штрафной футболистки Академии АБФФ. И вновь придется на этот раз, кстати, Веронике Калюте исполнять стандарт. Правда, решают поменяться вновь девчонки, и вновь все-таки Яцинович. Яцинович собирается этот стандарт исполнять. 5 метров просит футболистки в белой форме. Передача в штрафную, несмотря на присутствие Калюты рядом с Яцинович. Передача не нашла своего адресата. Опустился мяч на сетку сверху ворот с внешней стороны, соответственно. Клюкина. Сидорчук. Слева могли развивать атаку брестчанки, но технический брак допускает капитан Брестского «Динамо». Упускает мяч за боковую. И вновь Академия АБФФ. Вацура. Пуцыкович штрафной находит. Далее девчонку. Партнер Ващук. Ващук. Калюта. Удар по воротам. Вот это уже классный удар, но по центру, по позиции Ева Вяжель легко справляется с этим ударом. У Академии БФФ, кстати, сегодня в заявке лишь один номинальный голкипер. И он как раз-таки в воротах. Это Анна Ковалевич.
Дроздова не смогла обработать мяч в данном эпизоде, и улетел он за боковую линию. Очередной аут. Но на этот раз аут уже у девчонок из Брестского «Динамо». Практически половина первого тайма позади. Можно констатировать, конечно, огромное преимущество Академии. Но пока на высоте и голкипер Брестского «Динамо», да и девчонки большими силами стараются обороняться. Сидорчук некоторые претензии предъявляет сейчас Климашевскому, мол, толкали ее, но не увидел нарушения в этом правилу Сергей. Ну и, как мне тоже показалось, в пределах правил сыграли оборонительные редуты Академии. Сергей Климашевский много в этом сезоне судит в женский футбол. Вообще у него в портфолио значится на данный момент 19 матчей первой лиги, 7 матчей кубка отработал, будем говорить так правильнее. Ну и один товарищеский матч у него в активе есть. В целом за 27 матчей, которые значатся у него на портале Трансфермаркта, 102 желтые карточки мы увидели от него. 4 желтые карточки стали вторыми, также 4 красные карточки показал и назначил 14 пенальти за 27 матчей. То есть в целом можем мы округлять и говорить о том, что пол пенальти за игру от Сергея Климашевского видим мы по ходу его судейской карьеры. 32-летний судья, представляющий город все-таки Баранович, как значится на портале Трансфермаркт. Пишите вы в комментариях, что жарковато сегодня в Минске. Да, пожалуй, так и есть, но со старта матча набежала тучка сюда, такая небольшая, скажем так, скрыла солнце, и некоторый ветерок даже появился, поэтому я думаю, сейчас находиться на футбольном поле просто прекрасно. Более того, не думаю, что увидим мы так называемый водопой, перерыв на водопой, да, water break так называемый, потому что вполне себе благоприятные условия. 24 минуты уже прошло. На мой взгляд, вполне себе классная погода, классная футбольная погода. Может быть, даже и увидим дождь мы по ходу этой встречи. А на этом же поле... Нет, все-таки перерыв на то, чтобы попить воды в этом матче и в этом тайме как минимум будет. На этом поле в 8 часов вечера еще состоится игра первой лиги, где... дубль Минского «Динамо» в рамках как раз-таки первой лиги сыграет против дубля Жодинского «Торпедо». Эта встреча стартует в 8 часов. Но в первой лиге в 6 часов вечера вы можете наблюдать за встречей дубля «Батэ» и Нивы из Долбезна. Насыщенная пятница, откровенно говоря. И, по сути, наша вот игра ознаменует окончание будничной рабочей недели и... начало, скажем так, выходных дней, которые пройдут, безусловно, опять же таки, лето в жарких условиях. Не сомневаюсь, что многие из вас собираются, а может быть сейчас находятся у водоемов. Но у нас закончился небольшой перерыв, и я так предполагаю, еще и добавит к основному времени первого тайма вот эту паузу, которая составила примерно минуту. Стандартно, да, 25,5 минут, 26 минута подходит к своему завершению. 0-0 на счет на табло. Опять-таки Брещанки в атаке. Эцушкевич, не нашла она передачи Евзрезова. Очень мало встречается с мячом 16 номер, центральный нападающий, форвард, как хотите называйте. По этому матчу Анастасию, футболистку Брестского «Динамо». Это опять-таки похвала для опорной зоны Академии АБФФ. Хорошо они справляются в этих эпизодах, не позволяя Анастасии встречаться с мячом. В запасе, правда, важно также отметить,
Да, находятся не менее активные в плане атаки девчонки из Брестского «Динамо». Это Хандога, которая в предыдущей игре против Минска выходила со старта. Также неплохо могут подключаться в атаку и создавать моменты и Крахмалова, и Наумович. Ну вот пока что они задействованы лишь со скамейки. Опять-таки в этом плане Андрей Сычек применяет именно тактику от обороны. Мы явно с вами видим лишь одного нападающего, выраженного в составе Брестского «Динамо». Ну вот уже в комментариях предполагаете вы, сколько же забитых мячей мы сможем увидеть в первом тайме. Пишите вы о 2 мячах. Но пока что нельзя сказать, что прям какие-то супер-супер опасные моменты в последние 10 минут мы видели. Игра немного подуспокоилась. Брещанки более как-то цепко стали действовать в собственной штрафной. Но вот такие только эпизоды могут привести к забитому мячу в этом тайме. И в частности Ева Вяжель не очень удачно сыграла на выходе. Благо, что Вацура не воспользовалась оплошностью голкипера Брестского «Динамо». И все-таки угловой. Угловой будет, то бишь опасность не миновала. Но Вацура, кстати, могла в эпизоде завершать его взятием. Ну, наверное, не поверила, что дотянется до мяча. Удар по воротам! Нет забитого мяча. Нет, все-таки пересек мяч линию ворот. Гол состоялся. Причем в таком, знаете, стиле, как и в предыдущей игре. Удар по воротам нанесла Анастасия Беленькая. То же самое мы увидели и в матче против ДЮСШ Полесгу. Также с углового, правда, с другого фланга. Но также с передачи Яцинович. Мяч в ворота отправляла 15-й номер. Ну, пожалуй, на повторе можно увидеть, что мяч пересек все-таки линию ворот. И гол, даже без специальной системы фиксации гола, можно увидеть. 1-0 на 29-й минуте. Открывается счет все-таки в этом матче. Анастасия Беленькая. На исходе получаса игры Академия БФФ все-таки выходит вперед. Ну что ж, уважаемые комментаторы чата к нашей трансляции, 1 гол уже есть. А в этом тайме как минимум 4 было в матче первого круга в целом. Ну, может быть, сейчас игра раскроется. Все-таки теперь брещанкам нужно идти вперед, отыгрываться. И вполне возможно, что мы увидим немало замен в перерыве. В силу того, что нужно будет раскрываться, идти больше в атаку. Ну, а вот одним нападающим ярко выраженным при многочисленной поддержке, которой очень часто приходится отступать назад и большими силами там помогать своей обороне, я думаю, что это очень проблематично в плане развязывания атак, в плане возможностей для того, чтобы найти момент. И в этом сегменте нужно что-то будет делать в перерыве. Если, конечно, до перерыва брещанки не смогут отквитать этот пропущенный мяч. Плохого. Передача дали, но как такую передачу-то плохую делать? Клюкина. Слева есть Сидорчук. Передача следует далее. Сидорчук все-таки сейчас встречается с мячом. Но вот Каганюк. Каганюк далее. Большим количеством сейчас брещанки идут вперед. Евзрезова. Встречается Евзрезова с мячом. Бьет по воротам. 1-1 на 31-й минуте. Вот эта игра, вот она и раскрывается. Буквально 3 минуты нам потребовалось для того, чтобы увидеть 2 мяча, как-то и писали комментаторы нашего чата. Ну, а гол получился красивым. Евзрезова, будучи единственной нападающей в этом матче, которая действует на подступах к штрафной сопернице, нашла моменты, корпусом все-таки выиграла борьбу и еще и между ног отправила мяч Анне Ковалевич. Но вот так Академия АБФФ все-таки пропускает. Более того, друзья, можно поздравить Брестское «Динамо» с первым забитым мячом в истории их личных противостояний в ворота Академии АБФФ. И он на счету 16 номера в этом матче Анастасии Евзрезовой. 11-я очная игра. И только лишь сейчас первый забитый мяч от брещанок.
До этого в самом первом еще сезоне пребывания брестской команды в 2021 году пропустили в общей сложности за 3 игры 14 мячей. В следующем сезоне, в 2022 году, пропустили 18 мячей. Ну вот в предыдущем году явный прорыв у брестского «Динамо» свершился. Пропустили за 3 матча 4 гола. Причем 2 встречи, что непривычно для женского футбола, в прошлом году завершились нулевыми ничьими. Ну и вот в этом круге, в этом сезоне, в первом круге уже 4 мяча есть. И вот наш матч с 2 забитыми мячами. И в частности вот первый забитый мяч от брестского «Динамо». Вновь не очень удачно действует на этот раз Беленько, автор первого забитого мяча в этом матче. Вацура, добежит ли до мяча, но как-то поздно стартовал 20-й номер. Возможно, уже сходу сразу не поверила в то, что сможет она достать до этого мяча, добежать до него. Ну и по сути в конечном итоге так и случилось. Ева Вяжель далеко вперед выбивает, но все-таки только сейчас встречается с этим мячом. Плохого против нее нарушили правила. Нарушили, толчок был небольшой в спину 25-го номера брестского «Динамо». Небольшой разговор пытается объяснить и главный арбитр матча Калюте о том, что не права она. Ну и, естественно, Калюта пытается объяснить Сергею Климашевскому, что ничего в этом эпизоде серьезного не было. Ну что ж, преобразилась немножко брестская «Динамо». Теперь мы видим и их атаки. Вот уже, в частности, вторая после забитого мяча. Передача ближе к штрафной, но не достают до мяча брестчанки. Контратака. Контратака Академии, но быстро Клюкина отправляет мяч на правый фланг, отправляет его за боковую линию, не давая тем самым футболисткам в белой форме эту контратаку на свои ворота организовать. Да? Как-то более уверенно действовали, да, в обороне футболистские академии. Я даже не сомневаюсь в том, что перед стартом матча все они прекрасно понимали, что ни разу они не пропускали от брестского «Динамо. И, может быть, стоит пренебречь, пока опасный момент может быть. Нет, Вацур не добирается до мяча, поскольку Клюкина сыграла выше всяких похвал, опередила свою соперницу и выбила мяч за боковую. Так вот, не сомневаюсь в том, что немного, может быть, психологически девчонки подрасслаблялись в обороне, не рассчитывая на то, что смогут в какой-то момент создать брестчанки, как то было в предыдущей игре против ДЮСШ по ЛСГУ. Но нет, все-таки создали, и более того, после этого забитого мяча более уверенно действуют и чувствуют себя гости по этому матчу. Очередной раз вот нарушение. Завелись как-то девчонки из академии. Третий момент. Ну, пока вот Сергей Климашевский лишь с одной из девчонок разговаривал. Это как раз вот Вероника Калюта была. Вероника Калюта, которая матч первого круга дважды забивала ворота брестского «Динамо». Ну, есть у нее, я не сомневаюсь, есть время и в этом матче. Не та футболистка, которую часто меняют по ходу нынешнего сезона. Вацура, нет, не Вацура добирается до этого мяча, встретилась с ним Пуцикович. Далее Калюта как раз таки двигается с ним. Теперь Ващук, удар по воротам и вновь по центру. Как-то бесхитростно последние удары из-за пределов штрафной от футболиста Академии мы видим. По центру Ева Вяжель находится и очень легко эти удары берет в руки, и даже не приходится отбивать их за пределы поля, отбивать куда-то в сторону от ворот. Нет, она вполне себе спокойно парирует и забирает эти удары в руки. Опасная контратака от брестского «Динамо». Классно в стенку разыграли футболистки этот мяч. Более того, по правому флангу протащили, заставили низко опуститься оборону Академии. Теперь Сидорчук принимает этот мяч уже в штрафной и, более того, пыталась прокинуть его себе грудью далее, для того, чтобы, возможно, нанести удар. Евзрезова. Здесь против нее очень низко опустившись действует Яцинович. И контратака от них. Пуцикович по левому флангу движется 7-й номер. Без нарушения правил ее попытались остановить. Не получилось. Продолжила она двигаться. А вот далее передача на партнершу совсем не точно оказалась. Более того, там перехватили футболистки брестского «Динамо» его. Ну и быстро потеряли. Для Беленько это 12-я игра в нынешнем сезоне, 4-й матч по ходу нынешнего чемпионата. И да, 5-й мяч для 17-летней футболистки.
Ховик не успеет до этого мяча, слишком сильная передача. Ну вот оно, некоторое волнение, некоторый такой психологический удар сейчас случился после этого забитого мяча гостей. Ну, я думаю, Сычик чувствует этот момент. Удар по ногам, очень такой слышимый. С трибун сейчас был, не знаю, насколько сильно отражается это в интершуме в этой трансляции, но прилетело по ногам Вацура не слабо. Правда, не самое больное, так скажем, для футболистов место, поэтому оправилась очень легко от этого удара. 20-й номер Академии. Имховик по правому флангу. Вот передача по правому флангу на как раз-таки пострадавшего в недавнем эпизоде Вацура оказалась неточной. Сидорчук ставила спину для того, чтобы прокинуть себе мяч вперед после этой передачи из-за боковой. Но нет, вновь не точно. Спрашиваете вы, где Виноград? Виноград в запасе. Некоторые чередования, некоторые замены есть все-таки со стороны Сычика. Даже несмотря на то, что, по сути, для Вяжеля это лишь 5-я игра в основе в нынешнем сезоне, при том, что вот 16-й матч проводит. Калюта сама двигалась с мячом, теперь Вацура, передача направо, Имховик. Навес ли она? Да, делает передачу на ближнюю штангу. Вот это Вяжель, какое спасение! Ну, просто... Создатель хайлайтов, я бы так сказал, сама привезла в свои ворота момент для того, чтобы спасти. И я думаю, просто... Ну, просто ждем от Евы, затем, я не знаю, в профиле Инстаграм, рилс от нее вот с этим невероятным сейвом. Ну и как не забить в этом эпизоде Ващук? Ну, женский футбол просто не перестает удивлять. Очередной классный момент. Передача в штрафную. Следует Вяжель вновь на выходе. Как бы не словить этой девушке кураж и удачной игры в воротах. Очередной угловой увидим мы. Приходится с фланга на фланг бежать. Ксения Яцинович. Вот очередной момент на исходе практически 40 минут первого тайма. Могли, это был просто стопроцентный шанс для того, чтобы хозяева вырвались вперед, но нет. На препятствии к воротам Брестского Динамо есть Ева Вяжель. Вновь все-таки встречаются с мячом футболистки Академии. Удар по воротам после нескольких рикошетов. Вновь угловой. Давайте смотреть повтор, что же там было. Изначально как-то то ли зацепила немного мяч беленькая, то ли акцентированно пыталась его подправить, создать и сделать передачу на партнершу, но затем в последний момент все-таки выбила этот мяч Важинская Вероника. Как раз-таки одна из тех футболисток, которая в прошлом матче, в предыдущей игре против Минска в старте не была. Передача вновь во вратарскую, даже сказал, удар по воротам, гол! Это все-таки гол. Не смогли справиться с этой плотной опекой в штрафной, с опекой именно голкипера, я бы даже так сказал. Ну и нашла все-таки этот момент Виолетта Вацура. Нашла момент для того, чтобы забить. Все-таки 40-я минута. Счет становится 2-1. Виолетта Вацура после серии некоторых отскоков, потому что там был отскок изначально от Дарьи Дроздовой. И именно Виолетта была первой из тех футболисток, которые были на мяче после этого не самого такого акцентированного отскока, не самой акцентированной ни передачи, ни удара. Ну и теперь приходится вновь быть в роли отыгрывающейся команды, гостям. Калюта в центре поля, движется с мячом, она пока одна, держит этот мяч, хотя есть партнерши. Калюта, передача налево, но очень далеко от себя упускает мяч футболистка Академии. И вновь удар от ворот. Ну что ж, Ева Вяжель словила, как показалось, кураж, но в эпизоде с забитым мячом спасти свою команду было просто нереально. Совсем
в разных местах находились футболистки. Ну, пока очередной момент. Калюта, пас, следует гол. Очередной гол. Калюта отдает пас, а Ващук забивает. 42-я минута. Ну, посыпались голы. Ну, кто же писал про 2? Каких 2, друзья, если уже 4 на 42-й минуте мы видим. 3-1 становится счет. Ангелина Ващук, ее забитый мяч. Пока отличаются исключительно те футболистки, которые в матче первого круга не забивали. Посыпались моменты, правда, вот и Брестская Динамо. Не получается у них, как в случае с первым забитым мячом, быстро найти возможность для своей атаки. Нет, не получается. Вот 4 забитых мяча есть в первом тайме. И счет 3-1. Плохова. Сидорчук. А куда Сидорчук делает передачу? И Плохова еще не поверила в то, что мяч как-то может еще оказаться у нее. Но все-таки аут. Аут вблизи штрафной, скажем так. Академии АБФФ мы сейчас с вами увидим. Сидорчук собирается исполнять этот стандарт, но все же оставляет его Клюкиной. Софья. Клюкина. Ну и ставит корпус Имховик, тем самым оставляя мяч у своей команды. Что же касается Ангелины Ващук, 17-летней футболистки Академии АБФФ, для нее это 16-я игра, соответственно, во всех матчах этого сезона она принимала участие, и 4-й забитый мяч. Ну и также сразу, далеко не уходя, Виолетта Вацура, 18-летняя футболистка, также 16-я игра, но для нее это 8-й мяч. Тем самым обозначаем, что и отмечаем, да, что у нее в 2 раза больше забитых мячей. Плохова, Клюкина. 2 номинально россиянки между собой обменялись передачами. Далее следовала передача в штрафную, да. Довольно неплохая. Евзрезова при своем-то росте вполне могла побороться там за этот мяч и, может быть, даже создать в одиночку момент. Но нет, не получилось. И разряжает эту обстановку, эту атакующую обстановку у своих ворот футболистки Академии. На этот раз вот ставит еще корпус. Каганюк, Евзрезова. Передачу нужно делать. Евзрезова. Нет нарушения правил здесь. Корпус в корпус столкнулись футболистки. Евзрезова. Она слишком далеко пока от штрафной. Нужно отдавать передачу и двигаться к штрафной. Но вот передача на партнершу и после обратный ответ очень плох. Нарушение правил. Пострадала в этом эпизоде Пуцукович. И без желтой карточки. Очень лояльно пока в этом тайме относится к футболисткам Сергей Климашевский. Появился у кромки поля Иван Ковальский. То ли для замены, но судя по тому, что я вижу у кромок поля, никаких замен пока не готовится. Я так понимаю, готовится он просто к тому, чтобы оповестить нас о том, сколько же минут будет добавлено к основному времени первого тайма, этого веселого тайма. Хотя стал он веселым, пожалуй, после первого забитого мяча. После... к исходу получаса игры, скажем так. Как только появилось солнышко, да, будем обозначать, появилась вот эта веселая игра в исполнении обоих команд. И тем самым за буквально 16 минут основного времени второго тайма мы увидели 4 забитых мяча. 4, столько же, сколько было в матче первого круга. 1 минута добавлена к основному времени первого тайма. Все, нельзя сказать, что вполне логично. Все-таки 4 забитых мяча, плюс перерыв на то, чтобы попить воды в середине тайма. И, минута. Минута есть у девчонок. Может быть, и правильно и хорошо, в первую очередь, для гостей. Как можно быстрее уйти в раздевалку для того, чтобы обсудить, что же не так. Все-таки... После того, как они забили мяч в ворота Академии, их игра немного преобразилась и казалось, что вот она может выровняться. Очередной удар по воротам от любительницы делать это из-за пределов штрафной Ксении Яцинович пробила на этот раз выше, сильно выше. В молоко не пришлось в этом эпизоде геройствовать Еве Вяжель и создавать очередной повод для того, чтобы на повышенных тонах называть ее фамилию. Заканчивается уже и та самая одна компенсированная минута к первому тайму. Довольно долго производит аут футболистки Брестского Динамо. Что ж, первый тайм окончен. Свисток Сергея Климашевского. Счет 3-1 на 29-й минуте Анастасия Беленькая
после розыгрыша углового сделала счет 1-0. Затем на 31-й минуте Евзрезова сравняла счет. И далее на 40-й и 42-й Виолетта Вацура и Ангелина Ващук делают пока преимущество для Академии АБФФ 3-1. Вернемся через 15 минут на Динамо Юни и продолжим наблюдать за этой прекрасной, очень интересной игрой.
Вернулись мы на Динамо Юни. Здесь сегодня на старте 18-го тура женской высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу Академия АБФФ до 19 лет принимает на, скажем так, своем поле Брестское Динамо. После первого тайма, насыщенного первого тайма, веселого первого тайма, счет 3-1 в пользу хозяев. Две замены сразу же в перерыве Андрей Сычик производит. Вместо Ирины Яцушкевич на поле появилась Виктория Наумович. Ну и также ушла Евзрезова, автор гола в ворота Академии в первом тайме. И вышла вместо нее другая нападающая, Елизавета Хандога. Также рослая, футболистка под 18 номером. И будем наблюдать за тем, как же преобразится именно атака Брестского Динамо во втором тайме. Все-таки нужно идти вперед. И сразу же на первой минуте второго тайма видим мы угловой будет у ворот Академии. Отправляется его подавать как раз-таки Сидорчук. Активная футболистка по первому тайму, капитан команды. И давайте уже, наверное, после этого стандарта вернемся к составам команд. Сидорчук. Передача в штрафную. Нет, без подачи. Плохова. Удар по воротам, но плохой от Плоховой удар по воротам. Далее обрезки нет. Каганюк не зацепилась за этот мяч. А вот далее будет контратака. Добегает до этого мяча. Ну, должна добегать Протасюк. Протасюк. Есть левее еще одна партнерша. Пуцакович есть. Передача на 7-го номера, но нет. Как-то, мне кажется, затянуло с этой передачей Протасюк. Можно было делать ее намного раньше и завершать этот эпизод опять-таки намного раньше. Мышленник справа. Против нее сразу же Калюта. И сразу же отбирает Протасюк. Доработала после не самой удачной передачи на гол. Калюта. Удар по воротам. Он заблокирован. Нет там попадания в руку. Хотя казалось, что Дроздова там уже начинает как будто апеллировать к судье по попаданию в эту самую часть тела. Но нет, даже не получается после этих двух эпизодов, да, вот вернуться к стартовым составам. Ну, давайте, может быть, сейчас. Сейчас, после атаки, опять-таки, все-таки атака будет. Передача в штрафную. Калюта, ну как не попадать в ворота? Прекрасный момент. Прекрасное завершение нужно было делать, но не попадает по воротам 11-й номер Академии. Все классно. Ева Вяжель никак не спасала бы в этом эпизоде, поскольку находилась совсем в другом углу ворот. Ну и коль уж про Еву Вяжель сказал, так вот она в воротах под первым номером у Брестского Динамо, второй номер Софья Клюкина, третья Алина Бабко, шестой номер Верника Важинская, девятый номер Александр Каганюк, 11-я Карина Величинская, 13-я Виктория Сидорчук, капитан команды, 15-й номер у Дарьи Мышленник, 25-й номер у Александры Плоховой и вышедшая на замену Виктория Наумович под 17-м номером и 18-я Елизавета Хандога, главный тренер команды Андрей Сычик. Академия АБФФ в воротах Анна Ковалевич под 22-м номером. 7-й номер Анна Пуцакович. 8-й номер Валерия Имховик, капитан команды. Виктория Береснева, 9-й номер. Вероника Калюта, 11-й. 13-й номер Ангелина Ващук. 15-й номер у Анастасии Беленькой. 16-й номер Дарья Дроздова. 19-я Дарья Протасюк. 20-я Виолетта Вацура. 21-й номер Ксения Яцинович. Главный тренер Академии Владимир Шиндиков. Он пока что не прибегал к заменам. В перерыве у микрофона помогать смотреть эту трансляцию вам и дальше будет Вадим Кушко. Брестское Динамо. Преобразилась немного их позиция по мячу. Стали больше действовать в пас. И более того, даже как-то выдвигаются на половину поля соперницы и продолжают оставаться с мячом. Бабко в этом эпизоде отлично сыграл, оставив мяч своей команды. И теперь еще и Сычик не понимает, что, где мяч. Нет, он изначально было подумал, что вообще мяч остался у Академии. Но нет, это не так. Мяч у Брестского Динамо, и как раз-таки Бабко собирается исполнять аут в этом эпизоде. Бабко вперед на пострадавшую в этом эпизоде Наумович. Подтолкнули ее в спину и сделал это Яцинович, если я не ошибаюсь. А вот теперь стандарт, и отправляется его исполнять Сидорчук. Первые 4 минуты второго тайма. И пока вот опасность, очень большая опасность была у ворот Брестского Динамо, но в то же время не могу не отметить именно проявление и некоторое преображение в атакующих и
в атакующих действиях и в манерах владения мячом. Классно же можно было сыграть. Если бы футболистки Брестского «Динамо» получше чувствовали и прочувствовали этот эпизод как-то, но не получилось. Все-таки никого не было для того, чтобы выйти на оперативный простор и создать момент, ударить поворотом. Не получилось. Калюта разворачивается, классно разворачивается. Далее находит Ващук. Ващук далее на Калюту. Ну, все-таки передача последовала далее. Пуцыкович. Калюта. Калюта. Справа Имховик. Есть у нее некоторый простор. Передача на Вацура. Гол! Дубль от 20 номера на 51-й минуте. Как классно разыграли мяч в этом эпизоде хозяева. Отправили мяч на правый фланг, где был некоторый простор у капитана команды. А та прекрасной передачей нашла 20 номера в штрафной. И та не прогадала, не промазала. Сделала счет 4-1. Пятый мяч в этом матче. Да, практически с 11-метровой отметки Виолетта реализовала этот момент. Свисток Климашевского. Счет 4-1. Разгромный определенно уже. Ну и задача для Брестского «Динамо» усложняется. Опять-таки, говорили мы еще в первом тайме о том, что придется раскрываться. И, соответственно, нужно будет обороне действовать более высоко для того, чтобы поддерживать атаки своей команды. Ну и вот тот эпизод и та ситуация, которая привела именно к такой немного высокой позиции обороны и оставшиеся на половине поля соперниц футболистки Академии АБФФ быстро разобрались с тем, кому нужно доставить мяч, и реализовали момент. 52-я минута, 4-1, счет на табло. Есть ранний гол во втором тайме. В первом тайме мы дождались забитого мяча лишь на 29-й минуте. Там беленькая после розыгрыша углового открыла счет. Ну и затем забивали Евзрезова, Вацура и Ващук. Имховик. Вновь передача в штрафную, но на этот раз после, я даже сказал, если я не ошибаюсь, 2 рикошета было перед тем, как выбили брестчанки этот мяч за пределы поля. Ну и выбивала этот мяч Величинская. Опять-таки опасность остается у ворот. И как бы возможные разговоры от Сычика, которые явно были в перерыве, как бы они не повлияли положительно на команду, пока положение вне игры, этот мяч, который в ворота Евы Вяжель отправила беленькая, не будет защита. Так вот, я думаю, что все пламенные речи, которые были в раздевалке, они вот как раз-таки уничтожились психологически этим ранним забитым мячом во втором тайме. Но, тем не менее, продолжает сейчас на мяче быть команда из Бреста. Передача дали на Хандогу. Хандогу мы пока не видели после выхода на замену. Ну и Евзрезову, откровенно говоря, в первом тайме мы видели лишь, по сути, в одном эпизоде с забитым мячом. Поскольку единственная нападающая, и цепляться ей за мячи было очень проблематично. Продолжается атакующий прорыв Академии АБФФ, но на этот раз как-то справились еще на подступах к штрафной с ним гости. Вяжель предлагает повыше подняться своим партнерам. Будет выбивать мяч вернее, не а на половину поля соперниц. Играют в верховой борьбе, все-таки оставляют футболистки Брестского «Динамо» этот мяч, но вот Бабко не справилась в этом эпизоде, ну и, правда, не привезла контратаку к своим воротам. Калюта. Она разворачивается. Классно она это делает. Еще в первом тайме много эпизодов было таких положительных с ее разворотами. Да и во втором уже второй раз мы отмечаем вот эти ее действия. Нарушили на ней правила. И теперь стандарт и возможность еще создать момент есть у хозяев. По свистку с использованием пены. Совсем небольшой мазок сделал Сергей Климашевский. Работы у него по первому тайму было совсем немного. Игра, не сказать, что грубая, я бы даже сказал, абсолютно не грубая. Больше девчонки разговаривают, как-то друг другу какие-то, может быть, неприятные слова высказывают, но очень как-то быстро эти конфликты улетучиваются.
Яцинович. Ее передача в штрафную. Ну, Ева Вяжель кулаками на выходе. Более того, атака голкипера фиксируется и немного пострадала в этом эпизоде. И голкипер, и футболистка академии. Более того, требуется помощь медперсонала. Сразу же от Андрея Сычка замена на бровке. У бровки, да, находится сейчас Виктория Габришук. Она заменит, судя по электронному табло, Александру Каганюк. Именно так и происходит. Сразу же некоторые перестроения, возможно, мы увидим. Счет еще не такой разгромный для того, чтобы говорить о том, что у брестской команды и у брестского «Динамо» вообще нет никаких шансов в этом матче. Далеко не так, как мне кажется. Женский футбол, он тем и интересен, что очень быстро здесь все может поменяться. Ну и времени-то еще хватает. 35 минут основного времени — это более чем достаточно для того, чтобы не только отквитать разницу, но, возможно, даже выйти вперед и выиграть в матче. Пострадала в эпизоде с голкипером брестского «Динамо» Вацура. Как раз-таки лучший бомбардир по этому матчу. Дубль у нее в активе уже есть. Мяч остается у академии. Все-таки вот футболистский брестского «Динамо» он ушел, и Мышленник немного негодует по этому поводу. Играет на выходе отлично Величинская. Далее передача, но Хандога не зацепилась ни Хандога, ни Сидорчук, хотя оказались там 3 футболистки брестского «Динамо» в одном эпизоде. И вышедшая только что, не только что, а в перерыве на замену Наумовичу, там 3 футболистки брестского «Динамо» в одной точке собрались. И в этой одной точке просто одна футболистка академии смогла нейтрализовать угрозу, отправив мяч на ближайшую свою партнершу. Встречается с мячом вновь футболистка академии. Это Протасюк. И увидела она, что Ева Вяжель находится высоко по позиции от линии ворот. Увидела и очень умно просто перебросила голкипера брестского «Динамо». 57-я минута. Счет становится 5-1. Ну вот, быстрый ответ, я бы даже так сказал. Совсем недавно была замена от Сычка. Вышла, как я уже говорил, Габришук, но очень опрометчиво сыграли в собственной обороне девчонки из брестского «Динамо». И вновь, может быть, момент у 19 номера на этот раз убирала под себя Протасюк убирала. И настигла ее в этом эпизоде Важинская. Тем не менее, Протасюк. Вновь с мячом Протасюк. Далее Ващук. Ващук уже забивала в этом матче. Ну, как и забивала, в принципе, Протасюк. Контратака. Будет ли контратака? Наумович. Нет ли нарушения правил в этом эпизоде? Плохова есть по правому флангу. Мышленник забегает. Встретит ли она с мячом? Встречается 15 номер брестского «Динамо». Двигается далее Наумович. Передача на нее немного не в ту силу, не с той силой была отдана. Протасюк. Борьба корпус-корпус. Мышленник немного вот на таких заведенных эмоциях сейчас. С заведенными эмоциями девчонки пытаются вступать в борьбу друг с другом. Но пока остается мяч футболисток брестского «Динамо». По левому флангу пытаются развивать они эту атаку. Есть Сидорчук. Мяч не ушел за пределы поля. Нарушение правил. На этот раз Хандога. Ну вот в этом эпизоде она отметилась своим участием. Пострадала Береснева. И вновь через оборонительные редуты развивают свою атаку хозяева. Протасюк, она с мячом. Как-то почувствовала она возможность, уверенность, что ли, идти самой в дриблинг. Но на этот раз остановили ее немного раньше. И пошла также в дриблинг Яцинович. Она сделала это более удачно. И только лишь вот сейчас Протасюк опять же таки теряет этот мяч. Мышленник, Бабко. Есть девчонки в центре поля. Отдают передачу. На этот раз Наумович с ним встречалась. Ващук и пробить может. Но есть по правому флангу Имховик забегает. Встречается с мячом капитан команды. Передача в штрафную. Ну вот Важинская. Казалось бы, сейчас залетит мяч куда-то из-за шиворот, как оно говорится. Но нет, справилась в этом эпизоде. Мышленник. Ну далеко от себя мяч
убрала, и Дроздова встретилась с этим мячом, попыталась пройти далее, а вот дальше корпус в корпус борьба оказалась именно на стороне футболистских гостей. Ну и тем более, что Дроздова нельзя было его терять, поскольку фланг оставался бы голым. Вполне себе логичное и умное решение от 16-го номера хозяев. Важинская. Передача в центральный круг. Там Плохова пыталась с ним встретиться, но по сути просто немного зацепила этот мяч. И в борьбе Плохова, правда, отбирает его вновь. Без нарушения правил теряет. На этот раз Яцинович в центре поля. Передача далее. Вацура. А это уже может быть опасно. Вацура. Ну, в этом эпизоде отлично Величинская действует. Ну и, откровенно говоря, Вацура не особо наставила на прекрасном обыгрыше 11 номера Брестского «Динамо». Очередной угловой. И могу сказать вам о том, что готовятся замены теперь уже и у Академии АБФФ. Как минимум одна, но, судя по всему, будет она не одна. Поджидают там еще футболисток. Вижу я уже Альбину Паршутич. Она заменит Вацура. Вацура, автор дубля. И выйдет как раз-таки Паршутич. Искать возможность ей для забития мячей. Классный эпизод вновь был под эти мои слова. Правда, куда более уверенно Вяжель в этом эпизоде сыграла, не позволила мячу попасть в собственные ворота. Перевела его на дальнюю штангу, а там далее от футболистки как раз-таки Академии АБФФ мяч и покинул пределы поля. И тем самым позволил именно вновь Еве произвести удар от ворот. Вацура уходит, есть некоторые аплодисменты из трибун, да, определенно лучшая футболистка в этом матче к настоящему моменту времени. Также уходит с поля очень активная футболистка по этим минутам Вероника Калюта, и вместо нее выходит Яна Дашковская. Таким образом, Дашковская и Паршутич вышли на поле. Сразу же они занимают свои позиции поближе к атакующим редутам своей команды. И вот как раз таки, Протасюк сейчас была с ним. Добегает теперь Паршутич до этого мяча. Хандога, перехват. Ух, как нога поехала, показалось, но все в порядке с Хандогой в этом эпизоде. Хотя выглядело не очень и небезопасно. Клюкина. Слева есть партнерша. На нее передача следует. Обыгрывает одну. Далее передача вновь в центр следует. Но вот здесь уже потяжелее найти. Более того, обрезку. Чуть было обрезку не совершили футболистки Брестского «Динамо». Бабко. Есть правомышленник. Вновь Бабку. Ну классно же играли девчонки. Правда, вот передача оказалась слабовата. А если бы получилась эта стенка, было бы, я думаю, открытый фланг. Классный эпизод можно было бы создать. Но нет. Плохова. Передача в штрафную, но это передача в руки Анне Ковалевич. По сути, у Ковалевич-то и был один эпизод лишь в этом матче, и этот эпизод очень обидно для нее завершился, поскольку пропустила она мяч между ног. Ошибка в обороне. Вяжелька классно играет. Вновь момент для того, чтобы в хайлайты вырезать. И Ева Вяжель сыграла в мяч, не нарушение правил, все прекрасно. Более того, требуется все-таки и помощь еще футболистские Академии АБФФ. Не очень удачно, я так понимаю, упала в этом эпизоде она. Некоторая пауза есть теперь в этом матче. Не самый благоприятный момент, не самый радужный. Пока оказывается помощь футболистской академии. И в это же время подзывает к себе Владимир Шиндиков Дарью Дроздову. Пытается ей что-то объяснить по ее действиям. Во-первых, на левом фланге. Возможно, хочется видеть ее действия более высоко, в более атакующих позициях. Пока как-то, мне кажется, по этому матчу боязливо идет она высоко.
Ну, все в порядке с Анной Пуцекович. Это она пострадала в эпизоде с прекрасным моментом, с прекрасным спасением своих ворот Евы Вяжель, которая сыграла как самая настоящая защитница, причем центральная. Аут от футболиста Брестского «Динамо». Мяч продолжает находиться высоко. Хандога при своем-то росте не смогла все-таки его опустить вниз и завладеть им. Но вот со второй попытки брестчанки все-таки с ним связали свою атаку. Более того, нарушили хозяева правила. Будет штрафной. Штрафной с середины поля. 65-я минута подходит к своему завершению. 25 минут, плюс то, что добавит Сергей Климашевский, остается. Но у футболистов Брестского «Динамо» в первую очередь, потому что им-то нужно отыгрываться. По Академии все понятно. Прекрасная игра, классно реализует свои возможности. И, может быть, мы увидим еще парочку моментов. Более того, каждые 5 минут мы уж точно видим очень опасный момент, с которым приходится в той или иной степени справляться Еве Вяжель. Неточная передача сейчас была от Дашковской, от футболистки, которая вышла на замену в составе Академии АБФФ. В последней замене, да, единственная пока, которая была в этом матче. Прорывается в штрафную Сидорчук. Против нее как раз-таки Пуцекович. Сидорчук, передача, ну, надо было на Хандогу пропускать. Не захотела Наумович это делать. Но мне кажется, что именно Хандога была в более выгодной позиции для того, чтобы нанести более опасный удар. Но нет, в итоге удар следует из-за пределов штрафной. Следует не опасный, не пришлось вступать в этом эпизоде в игру Ковалевич. Но Хандога, войдя в штрафную, не Хандога, конечно, это Сидорчук. Сидорчук была крайне перспективна. Бабко. Не очень удачно действует Паршутич. Нет, вновь Бабко и теряет этот мяч. Протасюк слева, есть еще партнерша. Протасюк двигается сама. Много она действует с мячом во втором тайме сама. Далее передача в штрафную. Ну и будет все-таки Ева Вяжель на этом мяче первой. Все в порядке. Мяч под контролем голкипера Брестского «Динамо». Опасность миновала. Но вот Протасюк в очередной раз тащит мяч где-то с середины поля к штрафной сопернице. И получается очень опасно. Тем временем еще одна замена будет в составе Академии АБФФ. Карина Таранова выйдет на поле. И заменит она Бересневу Викторию. Береснева в этом матче пока не пока, уже уж точно не отличится никакими голевыми действиями. Ну, дает возможность поиграть в этом матче Карине Тарановой. Владимир Шиндиков. Для Тарановой в этом сезоне всего 7-й выход на поле. 7-й выход для 18-летней полузащитницы. Продолжают активно наступать на ворота Брестского «Динамо» футболистские академии. Но теперь перехватывает мяч брестчанки. Нужно выходить в атаку. Пока что не очень быстро это удается. Бабко, теперь она высоко как-то выдвигается вперед. Паршутич против нее. Яцинович еще подбежала, попыталась создать перегруз и давление на третьего номера Брестского «Динамо». Но не получилось. Теперь Клюкина. Передача назад. Встречается с ним Величинская. Величинская классно двигается вперед. Опять-таки неплохие действия. Гавришук. Далее передача на Наумович. Ну, в принципе, по логике и по замыслу все очень даже неплохо. Оставалось только лишь добежать, быть быстрее своих соперниц, что не получилось сделать у 17-го номера Брестского «Динамо». Атака через правый фланг хозяев. Дашковская. Ну, следующая передача на Пуцекович не оказалась точной. Хандога. Немногочисленные эпизоды, когда она встречается все-таки с мячом. Но вот один из них как раз-таки сейчас и был.
Ну, первые действия, пожалуй, на мяче от Тарановой мы увидели в этом матче. От рыжеволосой футболистки. Вновь она двигается с мячом, очень высокорослая. Я думаю, что при очередных каких-то стандартах с угла поля определенное преимущество добавит 4-й номер Академии в штрафной Брестского «Динамо». Ева Вяжель. Вновь приходится называть ее фамилию. Куда чаще приходится мне это делать, нежели называть фамилию Ковалевич. Дальний выброс от Вяжель, но абсолютно прекрасная, на мой взгляд, передача как раз-таки на Яцинович. Контратака Брестского «Динамо». Передача немного не в ту зону. Мышленник бежал по правому флангу. Передача больше была от Сидорчук на Хандогу. Немного подуспокоилась игра, как кажется. Но буквально хватает, мне кажется, одной передачи. В частности, в первую очередь, если это сделают футболистки Брестского «Динамо», я уверен, игра взорвется. Положение вне игры от Пуцекович. Немного офсайдов в этом матче. Стараются не выбегать за эту виртуальную линию, которую создают защитники обоих команд. Ну, пока вот все офсайды на счету Академии БФФ. Важинская. Ну, быстрая потеря от брестчанок. Дроздова. Яцинович. Протасюк. Будет ли сама двигать мяч далее? Да, она это и делает. Уже который раз исполняет вот этот трюк с забеганием с левого фланга в центр. Даже нашла передачи Дашковскую, но та потеряла мяч. Бабко. Теперь уже брестчанки. Бабко. Далеко вперед она двигается. Передача следует. Здесь Габришук все-таки не встретилась с ним. Ну, теперь Таранова. Таранова теряет мяч. Отметим такое не самое удачное действие рыжеволосой футболистки после выхода на замену Плохова. Ну и Плохова, в свою очередь, также не самое удачное действие. Плохие, я бы даже сказал, под стать фамилии 25-го номера Брестского «Динамо». Имховик, она встретится с этим мячом. Не очень удачно вынесла этот мяч футболистка Брестского «Динамо». Ну, вот с такого... Только лишь с такого полутыка получается вынести мяч за пределы штрафной. Но вторым темпом атака развивается. Яцинович. Она одна пока. Но вот только сейчас к ней подбегает Бабко. Навес в штрафную. Ну и Ева Вяжель очень уверенно играет по этому мячу. Сидорчук попыталась грудью отдать передачу на Хандогу. Но не хватило вот этой мощи, что ли, грудной клетки для того, чтобы сделать передачу как ногой. Мышленник. Хандога встретится с мячом. Хандога отпустила. И не подсказали, скорее всего, 18 номеру, что горит она, как то принято в футболе, говорить и обозначать присутствие соперника рядом. Протасюк. Далее на Паршутич. Протасюк. Ну а теперь двойная стенка не получилась. Мышленник выигрывает борьбу. Хандога. У Хандога нельзя в этом эпизоде терять мяч. Разворачивается 18 номер. Ну почему что передачу такую неточную отдает 18 номер Брестского «Динамо»? Такой риторический вопрос. Контратака. Контратака Академии. Пуцекович вырывается на оперативный простор. Удар поворотом. Вяжель. Ну что ж ты делаешь? Очередное спасение голкипера Брестского «Динамо». И сразу же спешит она ввести мяч в игру для того, чтобы как можно быстрее довести мяч до штрафной соперника. Но брестчанки решили, что не стоит этого делать и проще отдать мяч еще на своей половине поля. Таранова. Таранова на этот раз уверенно двигается далее с мячом. 4-й номер. Таранова. Заблудилась в собственных ногах. Как-то слишком много уверенности она почувствовала, что ли, Плохова. Ну, нужно нарушать правила, но более того, помогли здесь партнерши перегрузить в этом эпизоде Плохову и отобрать мяч. Паршутич. Она свежая, по левому флангу двигается. Бабко против нее. Паршутич, она оббегает 3-го номера Брестского «Динамо». Передача на Пуцекович. Пуцекович не встретилась все-таки с ним. Ну а далее все-таки забрали брестчанки этот мяч. Передача на Наумович, но на опережение действует как раз-таки Яцинович. Быстро сейчас развиваются события в эти 5 минут последние, я бы даже сказал. Потому что стараются брестчанки найти как можно быстрее момент для взятия ворот.
Имховик. Она будет вбрасывать мяч из-за боковой. И еще одна замена. Полина Борейко выйдет у Академии АБФФ. Та единственная футболистка, которая по сравнению с последним матчем не вышла в стартовом составе. Ну, по такому замыслу и по такой стратегии должна, конечно, быть заменена Пуцикович. Правда, замена будет двойная. Двойная еще выйдет Полина Острейко, а у Брестского «Динамо» выйдет на поле Екатерина Шилова. И вот он сейчас должна быть эта пауза на произведение замен. Покидает поле у Академии АБФФ капитан команды Имховик. Есть у него голевая передача в этом матче на гол Вацура. И уходит с поля Яцинович. А капитанскую повязку как раз-таки получает выходящая, вот уже вышедшая на замену Полина Острейко. Яцинович ушла без голевых действий в этом матче. Она отметилась, как то и было в матче первого круга. Ну а Пуцикович остается на поле. И останется уже до конца матча в этой игре. Доверяет ей все 90 минут Владимир Шиндиков. Еще одна замена произошла у футболиста из Брестского «Динамо». Ушла с поля Дарья Мышленник. И как раз-таки вышла уже анонсированная мной Екатерина Шилова. Паршутич. Передача была далее на Ващук, но сильная. Теперь Брещанки. Ну, вот эти неточные передачи, когда, в тех эпизодах, когда нужно спешить, вроде бы идут на ход эти передачи, но оказываются постоянно неточными. Почему-то в этих компонентах как-то девчонки немного сильно спешат. Дроздова уверенно первая на опережении играет, выбивает мяч за боковую. Бабко будет вбрасывать аут. Плохо подбегала, но Бабко решила не спешить в этом эпизоде. Отправляет мяч только сейчас на Хандогу. Хандога вновь боится этого мяча, не встречается с ним. И очень вполне себе буднично оборона Академии АБФФ этим мячом распоряжается. «115 человек в настоящий момент на трансляции в Ютубе нашего матча. Напоминаю вам, что можете подписаться на наш канал YouTube. Также можете подписаться на канал АБФФ. Там вы можете следить за матчами первой лиги чемпионата Беларуси по футболу, за обзорами матчей высшей лиги. Ну и, соответственно, не пропускать игры любимых команд. Еще одна замена. Бабко с правого фланга обороны Брестского «Динамо» уходит. И выходит на поле Анна Корнелюк. Таким образом, из всех футболисток полевых, находящихся на скамейке перед стартом матча в составе Брестского «Динамо», не вышла на поле только Анастасия Крахмалова. Ну а про Дарью Виноград я ничего не говорю, поскольку это голкипер. Голкипер основной, но в этом матче вот доверяет Андрей Сычик именно Еве Вяжель. Ну, я думаю, не прогадал. Все-таки уже столько моментов было с голкипером «Динамо», что хватит, я думаю, на несколько вратарских хайлайтовских сейвов, на несколько туров вперед. Паршутич классно разбирается в этом эпизоде. Находит оперативный простор для Протасюк. Протасюк далее тащит мяч. Останавливает, убирает под себя. Как классно двигается с этим мячом. 19 номер. И удар такой классный. Но очень хорошо была к нему готова Ева Вяжель. Она оставалась именно в дальнем углу своих ворот, куда и пробила 19 номер Дарья Протасюк. Она в этом матче пока отличилась однажды на 57-й минуте. Как отличилась однажды в матче первого круга. Много эпизодов и уже больше забитых мячей, нежели в первом круге, поэтому явно можно сказать, что игра более атакующая. Протасюк, Дроздова. Дроздова двигается дальше с этим мячом. Паршутич должна была, по сути, встретиться с этим мячом, но встретилась в итоге с ним Таранова.
Вновь через оборону. Через оборону разыгрывает мяч. Борейко. Борейко пыталась Пуцукович найти на поступах штрафной, но нет. Плохо его дали. Передача еще ниже. И теперь встретилась с этим мячом и вовсе Важинская. Тяжело приходится брещанкам даже в этом эпизоде, когда, не в эпизоде даже, я бы даже сказал, а на этом отрезке матча, когда нужно выбегать вперед, когда уже нечего бояться, нечего терять, все-таки девчонки немного осторожно играют. Пропустили против Динамо БГУ-ФК 4 мяча. И 2 мяча пропустили против Минска. И вот такая, ну, скажем так, несостыковка все-таки, при всем уважении к Академии, команда ниже классом, нежели наш чемпион и нежели обладатель Суперкубка. Но, тем не менее, удается им забить больше, нежели тем самым лучшим в нашем чемпионате. Паршутич. Передача была замыслом на Дроздову по левому флангу. Но, как я говорил, о том, что вот некоторый диалог произошел между Дроздовой и Шиндиковым. Они как-то договорились, вот теперь Дроздову мы видим повыше в некоторых моментах. Ну и перегружают в большинстве своем в последние минут 10 именно левый фланг атаки футболистки Академии. Клюкина. Передача вверхом. Хотя слышится с бровки подсказка, что давай низом. Но решают футболистки низом, что низом, пожалуй, более опасно. Ну, наверное, мне с некоторой точки зрения можно так сказать. Дроздова без положения вне игры пыталась найти передачи Протасюк, но Протасюк не добежит до этого мяча. Более того, не стала даже она обозначать свою попытку забрать этот мяч в свои владения. Ева Вяжель. В очередной раз она будет исполнять удар от ворот. В этот раз не предлагает она подняться выше своим партнершам. Играет через лево, играет не точно. Пуцыкович. Ее по сути, передача-то была на Ващук. Но не нашла на этой передаче 13 номера Академия БФФ. И вновь, казалось бы, перехват совсем близко, но не удается Сидорчук в этом эпизоде завладеть мячом. Может быть, теперь. Ну и в этом эпизоде также не получилось. Много мяч сейчас находится вверху. Только сейчас лишь приземляется. Хандога не встретится с мячом. Ну, совсем Хандога не попала в эту игру. Все-таки, пожалуй, можно согласиться с одним из комментаторов нашего чата к этому матчу. О том, что нужно было оставлять Евзрезу. Но, может быть, у Евзрезовой все-таки некоторые проблемы были со здоровьем. Может, она не готова была бегать более 45 минут в этом матче. Не спеша разыгрывают мяч футболистки Брестского Динамо. Величинская находит плохо. Ну, право, фланг открыт. Находит передачи в этом эпизоде. Она Шилову. И гол! Все-таки есть второй гол. Ну вот она, игра может вновь завестись у нас. Может вновь завестись, как то было в первом тайме. Нашли оперативный простор на правом фланге. Очень быстро перегрузили и загрузили туда своих футболисток. И нашли в этом эпизоде возможность для того, чтобы создать моменты. Я не думаю, что Шилова, откровенно говоря, прям била поворотом. Мне кажется, что больше был вот этот удар, вот этот мяч направлен на прострел, на попытку прострелить штрафную. Ну, получился гол. Гол на 83-й минуте. Екатерина Шилова, футболистка, вышедшая на замену. Ну что же, Академия? Будет ли какой-то ответ еще по ходу этого матча? Ну, а Брестская Динамо, конечно, их преображение. Второй гол в истории личных противостояний за 11-ю игру. Вот это 11-й матч и лишь второй гол. Угловой. Угловой сразу же не футболистки Брестского Динамо идут в атаку, а именно Академии. Ну и да, давайте вернемся к эпизоду с забитым мячом. Все-таки Анна Ковалевич в этом эпизоде подвела. Это, по сути, гол ее в ближний, так скажем, угол по удару. Как-то немножко она в этом эпизоде не поверила в то, что Екатерина Шилова решится на удар. Но решилась и забила, и сделала счет 5-2.
Передача на дальнюю штангу, но в полете мяч все-таки покинул пределы поля. Вновь Ева Вяжель, который, ну, наверное, уже нужно спешить, потому что 3 мяча отставания. Есть еще 5 с небольшим минут основного времени второго тайма, плюс есть еще, ну, я думаю, минутки 3, которые добавит Сергей Климашевский к основному времени. Ну и тем самым есть еще некоторое время для того, чтобы футболистки Брестского «Динамо» что-то еще организовали, но не организовывают же у своих ворот. Пока что лишь Величинская обрезалась. И чуть было 6-й мяч не влетел в ворота Евы Вяжель. Вновь короткий розыгрыш и вновь потеря. Сначала Величинская, теперь Важинская. Ну, как-то фланги обороны совсем удручающе выглядят. Наверное, я думаю, в этом эпизоде придется теперь дальние передачи разыгрывать его. Стратегия с коротким розыгрышем вполне понятна. Не хочется быстро терять мяч. Хочется повладеть им и попытаться этим владением добраться до штрафной, ударить по воротам, а может быть и до штрафной ударить, забить. И еще больше сократить отставание в счете. Клюкина. Передача на Хандогу. Ну, Хандога совсем плоха на втором этаже в этом матче. Она и в этом эпизоде побоялась идти в борьбу. Клюкина. Теперь слева. Против нее Ващук. Ващук действует классно. Находит передачи Пуцыкович. Она справа обыгрывает. Ну, теперь на скорости нужно обыгрывать. Обходит она. Причем обходила Важинскую. Но Важинская в некоторый момент все-таки то ли пяткой, то ли другой частью тела нашла мяч, остановила его и не позволила прорваться далее как раз-таки Пуцыкович к воротам своей команды. Дроздова. Дроздова двигается сама с мячом. Плохова. Ну, как такие передачи, очень обидно для футболисток Брестского «Динамо». Ведь оставалось довольно много футболисток их в центральном круге. И, по сути, их было больше, нежели футболисток обороны Академии. И вполне возможно, завладеть девчонки мячом, можно было создать опасную контратаку, привести ее на ворота Ковалевич. Борейка. Передача далее на Таранову. Таранова решила не идти в этом эпизоде в обыгрыш. А куда же передача? Ну, девчонки как-то совсем перестали подсказывать друг другу. Но Умович совсем в никуда отдавала передачу. Ну, более того, он даже не вышел за пределы поля. И как раз-таки с ним сейчас Таранова встретилась и продолжает двигаться. Не спеша. Время играет сейчас на руку именно хозяевам. Беленькая через право играет. Теперь встречается Острейка с этим мячом. Ну и аут вновь в пользу Академии. Быстрый розыгрыш. На этот раз есть некоторый простор на правом фланге. Не стала делать передачу далее, потому что была в офсайде в этом эпизоде. Футболистка хозяев. Ну, вот сейчас она встречается с этим мячом. Это Дашковская. Теперь на Пуцыкович, да, была передача. Но Пуцыкович не приняла правильное решение. Может быть, даже уже подустала. Напомню, что это одна из тех футболисток, которая с первых минут на поле, без замен. Острейка. Стрейка, передача в центр. Опасная была. Мог случиться перехват. Но все-таки все в порядке. Таранова. Двигается сама. И вновь она попадает в соперницу на Умович. Но остается мяч у них. Борейка. Далее передача. Борейка. Ну, теряют мяч в футболистской академии. Теперь нужно спешить. Сидорчук обыгрывает. Обыгрывает она как раз-таки Острейка. Далее на Клюкину. Второй номер с мячом. Передача правее. Справа действует Корнелюк. Ну, а еще правее Шилова. Шилова уже забила. Пониже действует в эпизоде. Но теперь некоторый разговор между Сидорчук и Острейко. Немного два капитана команд вновь повздорили. Сидорчук и в первом тайме немного вздорила, и приходилось Климашевскому вступать в диалог с футболистками обоих коллективов. Дроздова. Короткий розыгрыш. Находит Ващук в этом эпизоде. Ну а далее нарушение правил от Клюкиной.
в спину поддавила, подтолкнула, заставила упасть на газон Пуцекович. Такие дружеские объятия, извинения от Клюкиной в сторону Пуцекович. Явно не желала, никакого злого умысла не было в ее действиях. Подходит к концу последняя минута основного времени этого матча. Счет 5-2. Все дело идет к победе. Академия БФФ. Остается узнать лишь с каким счетом, пока есть у них еще одна возможность для того, чтобы поразить ворота Евы Вяжель. 1 минута добавлена к основному времени матча. В следующем туре Брестская «Динамо» дома примет Зорку БГУ, а Академия БФФ отправится на выезд в Могилев, где сыграет с Днепром. Паршутич пока готовится пробивать этот штрафной. И, наверное, этим эпизодом и закончится этот матч. Выставлена стенка, готова Ева Вяжель, готова Паршутич. Ее удар по воротам, но выше ворот. Что ж, на 29-й минуте Беленькая открыла счет в этом матче. Затем Евзрезова на 31-й сравняла счет. На 40-й Вацура вновь вывела Академия БФФ вперед. Ващук на 42-й упрочила лидерство в счете. Затем на 57-й Протасюк сделала счет 4-1. Нет, извиняюсь, даже ранее Вацура на 51-й 4-1. 5-1 на 57-й минуте сделала счет Протасюк. И 5-2 на 83-й минуте Екатерина Шилова. И именно Екатерина Шилова установила итоговый счет на табло, который зафиксировал как раз-таки Сергей Климашевский, главный арбитр этого матча. Что ж, 5-2. Победа АБФФ на своем поле над крепким брестским «Динамо». Впервые в истории брестское «Динамо» смогло отличиться в матче против Академии. Будем следить далее за матчами женской высшей лиги по футболу. У микрофона был Вадим Кушко. Следите за белорусским футболом. Хороших всем выходных. Всем пока.